В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 4 человек. Все они работали в одной компании. Там провели семинар с китайской коллегой, от которой и могли заразиться сотрудники. Подробности у нашего корреспондента в Германии Александра Коростелева. Сейчас больные госпитализированы, они находятся в изолированном крыле мюнхенской клиники Швабинг. Их состояние оценивается как стабильное. Тем временем немецкие власти восстановили картину того, как баварская глубинка стала очагом заражения. Связано это с тем, что в регионе находится компания Webasto, занимающаяся производством автомобильных запчастей. Фабрики этой компании находятся в Китае, в том числе в городе Ухань. 21 января немецкий офис посетила сотрудница из Поднебесной. Сотрудница, которая присутствовала на собрании в качестве спикера, китаянка. У этой компании есть филиалы в Китае. Эта сотрудница родом не из Уханя, она из Шанхая. Однако несколько дней назад к ней в гости приезжали родители из провинции Ухань. У китайской сотрудницы симптомы коронавируса проявились только по возвращении на родину. Узнав свой диагноз, она немедленно позвонила в Германию, но было уже поздно. В результате ее бизнес-семинара баварский офис компании пришлось закрыть на карантин. Медики отмечают, что если изначально в зону риска входило 40 человек, то сейчас масштабы уже совсем другие, и не исключено, что придется ужесточить меры безопасности. Мы обсуждаем дальнейшие меры с федеральным правительством. Например, рассматриваем возможность изменения температуры в аэропортах. Но пока окончательного решения по этому поводу нет. Мы еще не знаем, что это за болезнь. У нас еще нет лечения или вакцины. Так что этот случай следует лечить с особой тщательностью, и это именно то, что мы делаем. Немецкий МИД рекомендует гражданам ФРГ воздержаться от поездок в Китай. Также федеральное правительство сейчас планирует эвакуировать 90 граждан Германии, которые сейчас находятся в городе Ухань. Местные СМИ своими заголовками только подогревают панические настроения. Так, в баварских аптеках регистрируют ажиотажный спрос на защитные маски. Александр Коростелев, Вести, Берлин, Германия.